Александр Бек, Волоколамское шоссе. Я шел коридором в приготовленную для меня комнату. «Товарищ комбат, разрешите сказать?» Передо мной стоял он, тот же, кто первый назвал меня комбатом. Волосы, еще не снятые машинкой, на затылке были подстрижены наголо, а из-под кепки курчавился чуб. «Как фамилия?» – спросил я. «Боец Курбатов». Он держался по-военному, вытянувшись в стойке смирно. «В армии служил?» «Нет, товарищ комбат. Служил в железнодорожной военизированной охране». «Вот, товарищ Курбатов, прежде чем обратиться к комбату, надо иметь на это разрешение командира роты. Вступайте к нему». «Он, товарищ комбат, не принимает во внимание. Я насчет охраны. Задняя дверь, товарищ комбат, не охраняется. Калитка тоже. А вдруг, товарищ комбат?» «Молодец», подумалось мне. Мне нравились его порыв, его настойчивость, открытый взгляд, развернутые плечи. Но я произнес иное. «Кругом!» Курбатов вспыхнул. Взгляд стал пристальным, недобрым. Я понимал его, но тоже смотрел пристально. Мгновение поколебавшись, Курбатов, по-солдатски повернувшись, и зашагал по коридору. Даже покрасневшая шея казалась оскорбленной. Я сказал Рахимову, который был возле: «Товарищ начальник штаба, бойца Курбатова назначьте командиром отделения». Сзади меня кто-то тронул. Обернувшись, я заметил неуверенно отдернутую руку. А я к товарищу командиру обращался. Он сказал: «К вам, товарищ комбат». Я увидел человека в очках. Это была первая встреча с Муриным. В пиджаке, с галстуком, немного съехавшим на бок, он говорил, улыбаясь и не зная, куда девать руки. Тонкие кисти и бледное удлиненное лицо почти не загорели, несмотря на то, что стояла июль. Александр Бек, Волоколамское шоссе. Первый же вечер знакомства мне посчастливилось услышать, как Бауыржан Момышұлы беседовал с прибывшими в полк командирами, новичками войны. Он говорил о душе солдата, неторопливо развивая мысль. Он рассказал, кстати, про один из боев Волоколамского шоссе. У меня ёкнуло сердце. Быстро вынув блокнот, я жадно записывал, еще не веря в удаче. Я угадывал, вот они, страницы долгожданного повествования. Улучшив после беседы минуту, я попросил Бауыржана Момышұлы рассказать с начала до конца историю боев Волоколамского шоссе. «Нет», — ответил Бауыржан Момышұлы, — «я ничего вам не расскажу. Читателю известен наш дальнейший разговор».